Торжественная обстановка, воздушные шары и медперсонал в кипельно-белых халатах. Республиканский онкологический диспансер ждет торжественного открытия. В медучреждении уже есть пациенты, проводились первые и успешные операции. 4 блока поликлиник, диагностических и подготовительных к операции, отделение лучевой и химической терапии. А первое, чем может похвастаться новая лечебница, это современное и многофункциональное оборудование, аналогов которому нет на Северном Кавказе. Каждое отделение диспансера имеет свою технику. Ознакомиться с возможностями больницы и принять участие в официальном открытии в регион прибыли министр здравоохранения России Вероника Скворцова, заместитель полпреда президента страны в СКФО Андрей Шишкин, председатель Федерального фонда медстрахования Наталья Статченко и руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко. Ингушский онкологический диспансер – большой шаг к прогрессу, считает Вероника Скворцова. Последний год выявляемость на ранних стадиях раковых заболеваний молочной железы превысила 60%. Желудочно-кишечного тракта, то, что не увидишь глазом, а можно, соответственно, заподозрить и вовремя с помощью исследований только увидеть, более 45-50% в зависимости от этажа желудочно-кишечного тракта. У нас появляются возможности для эффективного лечения этих заболеваний. И тот онкологический диспансер, который мы вместе открываем сегодня, он как раз дает нам такие возможности. Весь комплекс методов лечебных, от хирургии, химиотерапии до различных возможностей лучевых, в этом диспансере есть. И хотела бы закончить словами благодарности в адрес главы республики. Глава республики, который на всех объектах фактически был сам прорабом, руководителем строек, созидателем. Если бы не такое внимание со стороны Республики Ингушетия, то, конечно, мы не могли бы так быстро вводить объект за объектом в течение последних лет. А только в этом году заканчивается 6 новых объектов здравоохранения в республике. Поэтому спасибо вам, спасибо всей команде и желаю больших-больших успехов. Заместитель полномочного представителя президента страны в СКФО Андрей Шишкин обратился к собравшимся и от имени Олега Белавинцева, подчеркнув, что такие серьезные шаги делаются только благодаря небезразличным к своей родине людям. Ничего нельзя сделать, если нет энтузиазма людей. Если глава республики занимается республикой и занимается делом, мы видим результаты этого дела. Мы знаем, что республика в вопросах заболеваемости новообразованиями практически сейчас с точки зрения качества и количества находится на одном из первых мест. Но тем не менее, строительство данного центра, оно наверняка позволит республике оставаться и впредь на первых местах. Почему? Потому что мы знаем, наверное, каждый из нас в своей жизни, длинной или большой, сталкивался с людьми, которые заболевали этими тяжелыми заболеваниями. Мы знаем, как эти люди мучаются. И вот такой центр наверняка поможет на ранних стадиях выявить заболевания, которые можно победить. И наши близкие, родные, знакомые, товарищи, друзья могут нас радовать своим общением гораздо дольше. Строительство и введение в строй такого диспансера позволит выявлять самые ранние стадии заболевания и лечить запущенные, уверен глава республики Юнусбек Евкуров. По его мнению, жителям республики больше не придется выезжать в другие регионы, чтобы получить квалифицированную помощь. Главная заслуга в этом Веронике Скворцовой. Именно благодаря ее поддержке в республике появился онкодиспансер, оборудованный по последнему слову техники. Когда в республике есть такие объекты, раньше надо было куда-то выезжать. Сегодня в этом диспансере можно все. От начала диагностики до полного, там, даже химии, да? Вот все можно. Все можно. Никуда не надо выезжать. Не надо выдумывать, что в Китае лучше, в Москве лучше, там еще где-то лучше. Нет. У нас хорошие специалисты. Тем более, Вероника Игоревна, спасибо всем, кто отвечает, в том числе и в вашей команде, в том числе и институт Герцена, да, я так понял. Постоянно сюда приезжают. И с нашими специалистами проводят и операции, и лечение. У нас и дистанционное. Все организовано. Только лечитесь. Также в торжественной церемонии открытия приняли участие и студенты, медики Ингушского госуниверситета. Многие из этих ребят в будущем посвятят свою жизнь именно борьбе с онкозаболеваниями. А пока будущие медики подготовили для гостей творческие номера.
И летом знойный жаркий день, и без заказа день загружен, нам слышен только гул сирен. И вот главный момент. Гости подходят к ленточке. Здесь она голубая, в тон дизайну онкодиспансера. Право обозначить начало долгого и успешного пути медучреждения Юнусбек Евкуров дал гостям и отличникам медицинского факультета ИНГУ. Сотрудники нового медучреждения и министр здравоохранения региона Мария Арабханова устроили для гостей экскурсию по новому зданию, оборудование в котором стоит более 800 миллионов рублей. Это и линейный ускоритель, аппарат для проведения брахитерапии, рентгенотерапевтический комплекс. Специалисты, которые работают со всем этим оборудованием, имеют высокую квалификацию. Позволяет и тяжело больным, которые не могут долго задерживать дыхание, очень быстро экспонировать, скорость сканирования и оценка разрешения экрана, все на очень высоком уровне. Я очень доволен. Я очень доволен такой машине. Заканчивая Ингульский государственный университет, потом ординатура в Ярославле, специализация в Ростове, в Москве. То есть уровень хороший. Нормально. Уровень хороший. Техническое оснащение больницы производится в 3 этапа. По первым 2 уже поступило 326 единиц медоборудования. Диспансер рассчитан на 100 посещений в сутки, столько же и коек в здании. Лечебница может похвастаться новейшей лабораторией биохимии и гематологии с самым современным оборудованием. У нас анализатор для определения гликозированного гемоглобина, тоже очень удобно в использовании, большой сенсорный экран, на котором все вводится. Статистика, результаты, поиск ошибок, встроенная система контроля качества. Здесь у нас аппарат для измерения газа крови. Тоже очень удобно в использовании, высокопроизводительно, все встроенный принтером, не требует реагентов. То единственный расходный материал – это кассин, который используется. Здесь у нас аппарат для определения сои, тоже большой экран. Здесь очень есть обычным методом, мы получаем все в течение 60 минут, то на данном анализаторе это возможно в течение 20 секунд. Не забыли здесь и о досуге пациентов. На 3-м этаже есть специальная зона для занятий спортом, оборудованная тренажерами. В Ингушский онкодиспансер за помощью, профилактикой и лечением смогут приезжать не только жители республики. Уровень медучреждения позволяет принимать и пациентов из других регионов страны. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24.